У Комитета по туризму Ингушетии теперь есть свой собственный логотип, символика которого тесно перекликается с государственным гербом Ингушетии. На нем на фоне солнца изображены летящий орел и две горы – Столовая и Казбек. Как создавалась эмблема и кто был ее автором – в материале Индиры Манкиевой. Наступающий 2015 год объявлен в Ингушетии годом туризма не случайно. Прекрасная горная природа, обилие достопримечательностей, горные курорты и традиционное гостеприимство никого не оставит равнодушным. Но любой бренд, тем более туристический, должен иметь узнаваемый логотип. И Республиканский комитет по туризму объявляет конкурс среди профессиональных дизайнеров и художников-любителей, трем финалистам которого теперь предстоит постараться удивить и заинтересовать строгое жюри. Мы подведем итог и выберем из них более лучшие, которые отвечают и требованиям, и туризму относящиеся, который будет ассоциироваться и с Ингушетией, и учитываться будет и креатив, и то, что представленный материал, логотип, то в нем чтобы не было повторения, которые есть уже логотипы и эмблемы, которые мы встречаем в сети интернет. Ахмед Гамурзиев уверенно прошел все отборочные этапы и настроен только на победу. Я буду презентовать этот логотип. Это мое видение логотипа Комитета Республики Ингушетия по туризму. На данном логотипе в центре изображены две горы. Это Столовая и гора Казбек. Взяты они, честно скажу, с нашего герба. Посреди них располагается орел. И именно эти элементы я выбрал, чтобы у туристов более-менее ассоциировался данный логотип с нашим гербом. То есть он был более узнаваем. Дальше оранжевый цвет у меня означает солнце. Оно оранжевого цвета именно потому, что оно рассветное. Дабы означает рассвет туризма в Республике Ингушетия. Все это лаконично завернуто в серый круг. Правда, на распечатке кажется, что он темно-серый, но ничего. Снизу подпись данного комитета. После того, как все три проекта были представлены жюри, экспертам предстоит выбрать лучший, который станет визитной карточкой Комитета по туризму Ингушетии. Для нас была поставлена задача, чтобы мы выбрали из самого хорошего самое лучшее. И вообще лично я выбирал по тому критерию, что в этом логотипе должно присутствовать все, что есть в Ингушетии, то есть все, что есть в туризме Ингушетии. Это не обязательно должно быть башни, это не обязательно должно быть наше культурное наследие. Там должно быть то, что человек хочет увидеть, приехав в Ингушетию. После долгих обсуждений победитель все же определился. На машине, на флаге, наверху справа на телевизоре, в телевизоре, если смотрим что-то там, какой-нибудь ролик от туризма. Он везде подходит, и поэтому как-то сошлись в этом мнении. Итак, конкурс завершен. Комитет по туризму получил новый логотип, а все участники – призы и памятные подарки. Что касается отвергнутых работ, то в комитете уверены, в будущем эти наработки им все же обязательно пригодятся. Индира Манкиева, Сурхо Кусиев. Новости 24. Продолжает расти интерес местных жителей и туристов к самому раннему из сохранившихся мусульманских памятников на территории Ингушетии – Борга-Акаш. Находится он на берегу реки Сунджи, на склоне холма, известного как гора Шейха. По архитектуре Борга-Акаш близок к маджарским мавзолеям золотоордынского типа. Магомед Асканов об истории этого сооружения. Овеянный различными тайнами и легендами Борга-Акаш уже не первое столетие украшает склоны села Плиева. По одной из легенд мавзолей воздвигла красавица Сув над могилой своего возлюбленного Баргана Бексултанова, имя которого и легло в основу названия мавзолея. Согласно другому преданию, на этом месте находились остовы легендарных нартов. Известно и такое сказание. Жил в Ингушетии шейх Араб, сподвижник Тамерлана Бурхан-хан. Предчувствуя кончину, он пожелал наметить место для своей гробницы. Именно здесь Борга-Акаш давно приглянулся не только туристами, но и археологам. Еще с дореволюционных времен приезжали они сюда, чтобы разгадать тайну склепа. Однако до сих пор самым достоверным ответом на все вопросы служит надпись при входе в могилу. Это три надписи. Одна из них гласит «Бексултан, сын Худайнада». Вторая надпись – это 808 год хиджры. И третья надпись – «Да будет постройка свободна от всего дурного». Борга-Акаш имеет вид правильной призмы, увенчанной полушарием с металлическим шпилем. Стены и купол сложены из плотного камня желтоватого цвета, тщательно обтесанного. Кладка выполнена с точной пригонкой. Интересной особенностью
этого памятника является наличие 12-гранника при переходе от стрельчатых арок к непосредственному куполу. Это является одним из таких ключевых моментов архитектуры и пропорций этого памятника. Изнутри склеп был когда-то расписан, внизу шла желтая полоса с орнаментом, выше были нарисованы цветы, купол белый, без росписи, каменная плита, прикрывавшая отверстие подземной камеры, и каменное изголовье с арабской эпиграфикой были увезены. По-видимому, раньше Барга-Каш окружала каменная ограда, имевшая вход с восточной стороны. Как известно, недалеко от селения Плиева, между Плиевом и Яндре, еще ранние времена исследователи фиксировали карьер, где местные жители добывали ракушечник. И мы считаем, что именно из этого ракушечника был возведен этот памятник. Барга-Каш весьма почитаемое святое место Северокавказского региона. Мавзолей тщательно оберегается по инициативе местных жителей, а в 10-е годы 20 века были проведены реставрационные работы, а потом и территория, на которой расположен памятник, стала охранной зоной государства. Памятник является основным сегментом историко-культурного наследия Ингушетии и включен в список памятников федерального значения. Раньше для местных жителей Барга-Каш был местом, где происходят чудеса. К примеру, люди совершали у Барга-Каш ритуалы прошения о неспослании дождя, а женщины приводили сюда больных детей для исцеления. Сейчас здесь не проводят ритуальных обрядов и не ищут исполнения. Теперь людей больше интересует история этого места и удивительная прочность здания, которое пережило не одно столетие. И, наверное, еще многие поколения ингушей успеют побывать на склоне, где расположен Барга-Каш. Магомед Асканов, Суланбек Аздоев, Новости 24. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.